Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. 1,5 миллиарда рублей. Такую сумму предусмотрел Рослесхоз на борьбу с лесными пожарами в Якутии на следующий год. Изменение климата, человеческий капитал в Арктике и другие вопросы, требующие решений. В Якутске стартовала молодежная программа Северного форума. Около 200 собак разных пород собрала всероссийская выставка в столице республики. Какие трудности таит подготовка питомца к его звездному часу? Минздрав России одобрил клинические испытания вакцины от ковид Бетувакс. Соответствующие данные внесены в реестр разрешений. В испытаниях примут участие 170 добровольцев. Разрешение будет действовать до конца августа следующего года. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России. Испытания нового препарата Бетувакс начнутся в ближайшее время. Порядка 1,5 миллиардов рублей предусмотрели в Рослесхозе на борьбу с лесными пожарами в республике на следующий год. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев во время прямой линии накануне. Так, в настоящее время в Якутии численность сотрудников ведомства составляет около 200 человек. По словам главы, федеральное правительство коренным образом меняет подходы, в связи с чем вырастет штатное количество работников Якутлесресурса и авиалесоохраны. Айсен Николаев отметил, что средства в основном направят на увеличение штата в названных ведомствах, а также на авиамониторинг. В первую очередь эти средства мы должны очень рационально и эффективно использовать на увеличение штатной численности тех людей, которые непосредственно будут заниматься тушением пожаров, предупреждением и тушением пожаров. Конечно, мы должны повышать эффективность и авиалесомониторинга с тем, чтобы пожары обнаруживать на самой ранней стадии. Ну, слава богу, сейчас с помощью космомониторинга это уже становится достаточно таким, нетрудным делом. Но главное, чтобы у нас были силы, чтобы оперативно реагировать и оперативно тушить пожар. В этом направлении, вот еще раз говорю, благодаря решениям президента страны у нас коренной перелом произошел. Более 18 тысяч жителей республики заключили контракты на получение квартиры или компенсации по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом также на прямой линии сообщил Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что программа реализуется не только в крупных городах Якутии, но и практически во всех районах. Все дома строятся по графику, компенсацию граждане получают тоже вовремя, подчеркнул Айсен Николаев. Мы понимаем, что программу надо в скорейшие сроки уже реализовывать для того, чтобы мы могли перейти уже к новому этапу переселению людей из аварийного жилого фонда, признанного таким уже после 1 января 2017 года. Сейчас президент страны дал соответствующее поручение. На следующий год в федеральном бюджете сумма уже будет предусматриваться. И мы очень надеемся, что и из этих средств Якутия уже получит средства для того, чтобы более быстрыми темпами переселять людей. Что касается программы социальной газификации, запущенной президентом страны, то в Якутии под нее попадают 4600 домов. 18 жилых домов уже газифицировано в Якутске, сообщил глава. Единым региональным оператором программы по республике выбран Сахатранснефтегаз. На сайте компании открыт подраздел «Социальная газификация», где якутяне могут оставлять свои заявки. В программу включили 12 районов Якутии, которые имеют природный газ для использования в жилых помещениях. Это около 4600 домов. Кроме того, Айсен Николаев озвучил планы по реконструкции магистрального газопровода от Кызылсыра. В Якутске стартовал второй молодежный северный форум. В рамках Северного форума по устойчивому развитию намечено около 20 мероприятий. Участники, а это не только Якутия, но и российские и международные представители, обсудят изменение климата, человеческий капитал и другие вопросы. Примут участие в сессии по эко-волонтерству. Поговорят с президентом компании «Морские обмены Аляски» господином Полом Фузом. Темой для беседы с международным экспертом станет экономика Арктики и ее взаимосвязь с изменением климата. Трансляция будет доступна на площадке Северного форума на канале YouTube. Нужно сказать, что мы представляем молодежное крыло международной организации «Северный форум», поэтому в первую очередь, конечно, участвуют представители молодежи из этих регионов.
И плюс участвуют участники из других стран. Это участники из Ямало-Ненецкого автономного округа, да, из Ханты-Мансийска, из Исландии, из Дании, из Швеции и так далее. Мы решили собрать молодежь из разных стран для того, чтобы наладить коммуникацию между собой, для того, чтобы мы уже знали друг друга и уже на более такой позитивной, да, дружеской ноте могли общаться с друг другом каждый день в более неформальной обстановке, так скажем, да, потому что любые дела, они делаются людьми, и для того, чтобы делать какие-то совместные дела, нужно хорошо знать друг друга. Продолжается озеленение Якутска, в частности, по инициативе Синец-Парк. Это благотворительный фонд развития региона. К примеру, участок по улице Петра Алексеева площадью около 1200 квадратных метров планирует засадить березами, соснами, елями, боярышником, яблоней. Продолжит Сарглан Неустроева. Жизнь в Якутске на долгие месяцы застывает. Густой туман и низкие температуры не позволяют в полной мере насладиться сезоном. Летом же столицу обволакивает пыль. Борются с этим поливочными машинами, однако эффекта хватает ненадолго. Уже к концу первой половины дня вся влага испаряется. А главной причиной грязи и пыли по-прежнему остается пустующий ландшафт вдоль дорог. Антипылевая программа инициирована проектной организацией «Синец-Парк» при финансовой поддержке Арсена Томского. Антипылевая программа – это комплекс мероприятий по снижению запыленности в городе Якутске. У нас пока два активных проекта. Это первое – мониторинг качества воздуха в городе, а второе – это озеленение. Мы выбрали тестовый участок по улице Петра Алексеева возле станции скорой медицинской помощи. Проект рассчитан на 3-4 года. Все это время за растениями будут наблюдать специалисты. При этом выбор пал именно на те виды сеянцев, которые без проблем приживаются в Якутии. Помощь в посадке оказали студенты и преподаватели агротехнологического университета. До этого мы исследовали почву. Почва была сильно засоленная, хлорированная, поэтому мы порекомендовали поменять верхний слой почвы. И после этого, вот, конечно, мы работаем мы предусматриваем всю технологию посадки, поэтому приживаемость должна быть нормальная. Своей технологии посадки придерживаются другие подрядчики – салон цветов и флористики. Здесь они применили биогумус собственного приготовления. Это экологичное удобрение, которое способствует не только росту, но и защите от насекомых-вредителей. По словам представителей салона, приживаемость растений на такой добавке должна быть практически 100%. Главное, чтобы не вмешались люди и животные. Мы работаем по принципу органического земледелия, не навреди окружающей среде. Это означает, что мы полностью отказываемся от химических удобрений, от химических реагентов. И поэтому в процессе посадки мы использовали очень хорошее биологическое удобрение, которое называется биогумус. И думаем, что это удобрение поможет нашим растениям хорошо развиваться, расти. И самое главное, мы думаем, что это удобрение также поможет нам в уходе за растением, потому что удобрение – это пролонгированного действия, действует в течение 3-5 лет. Всего будет высажено 350 сеянцев. Однако главная цель проекта – доказать эффективность методики озеленения в борьбе с запыленностью города. Но результат работы якутяне смогут увидеть уже следующей весной. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Детский сад «Василек» в селе Нюя Ленского района – образец для сельских дошкольных учреждений. Квалифицированный педагогический состав, интересные образовательные программы и оснащение в соответствии со всеми стандартами. Работают в детсаду воспитатели с многолетним опытом, воспитанники детского сада, победители конкурсов и соревнований различных уровней. В саду сегодня 39 ребятишек – это 3 группы. Рождаемость в селе, к сожалению, упала, поэтому у новобранцев всего 6 малышей. Сейчас детский сад готовится к ремонту. За счет муниципальных средств Ленского района выделено почти 500 тысяч рублей. Это смена пола, замена кафеля, побелка, покраска. У нас оснащение очень хорошее. Согласно программе ФГОСу стараемся поддерживать все. Работаем по программе от рождения до школы.
И парциальная программа – это у нас юный эколог и приобщение детей к русской культуре. Около 200 собак разных пород приняли участие в прошедшей в Якутске всероссийской выставке собак. Проводит ее традиционно дважды в год якутская городская общественная организация «Зооклуб Любимец». Участие в таких мероприятиях – это не только возможность показать своего любимца публике, но и заработать ранги, оценки и титулы, что очень важно, особенно для профессиональных заводчиков. Трудно ли подготовить любимца к его звездному часу, расскажет Ульяна Шагина. Требования к этому конкурсу стандартная. Собака должна иметь правильный цвет глаз, хорошую слаженность тела, полностью соответствующая породе. Должна демонстрировать гармоничный уравновешенный темперамент. Конечно, для собаки стресс находиться в одном помещении с другими представителями четвероногих, но тем не менее участники выставки справляются с задачей. Я владелец питомника немецких овчарок Норсерен Дансер. Это собака нашего местного разведения, от наших местных производителей. Сегодня она победила в ранге первой группы. То бишь она победила не только свою породу немецкая овчарка, но еще такие породы, как шелти, корги, восточноевропейская овчарка, овчарка длинношерстная. Стала сегодня как бы самая лучшая собака среди своей группы. Но если овчарка-леди пришла со своей хозяйкой, то французскому бульдогу Рэю не привыкать представлять свою породу при помощи хендлера, специально представленного к собаке специалиста по демонстрации собак на выставке. В Якутии эта профессия только начинает набирать обороты, так что профессиональных хендлеров можно сосчитать на пальцах. Хендлер – это тот человек, который собачку подготовит к выставке и выставит. Если вдруг хозяин по каким-то причинам не может. То есть люди бывают боятся ринга, бывают боятся собак, большого скопления, тогда уже выступает хендлер. А хендлер берет разные породы в свои руки и, естественно, он берет собачку и уже доводит ее до самой выставки, до ринга. Ответственность у хендлеров большая. Чтобы победить, нужно сделать так, чтобы собака начала доверять чужому человеку. А для этого нужно ее понимать и чувствовать. Ведь каждая собака имеет свой темперамент и свой характер. Он не уставший, он немножко растерялся, да, немножко растерялся. Выставка является всероссийской. В этом году здесь не представлен город Нерингри, постоянный участник собачьих выставок. Зато есть участники села Намцы и Алдана. Около 200 лохматых и хвостатых продемонстрировали свои таланты, привлекательную наружность и умение держаться в ринге. Оценивала их самое строгое жюри, задачей которого является всегда придерживаться так называемого эталона. Я оцениваю соответствие собаки ее стандарту. На каждую породу существует стандарт. В этом стандарте прописаны требования к каждой собаке. Вернее, к собаке каждой породы. Вот исходя из этого я оцениваю собаку, насколько она этому стандарту соответствует. Сегодня выставка прошла на ура. Победителем соревнования стала немецкая овчарка Измаил из алмазной россыпи, которая блистала не только своим именем, но и умением держаться на публике. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.